Самый главный фактор, который мы вот при этом законе можем потерять, это не деньги. Самое главное, что мы можем потерять, это землю. Если у вас нет земли, значит вы здесь не живете. Вот давайте кто-нибудь из вас, может, кто сколько земли имеет в Москве. Поднимите руки, скажите, кто-то может иметь землю в Москве. Может, кто-то из вас имеет землю в Сочи. Если у вас есть земля, и вы способны, вы на ней стоите, значит, вы представляете уже какое-то значение. У вас пытаются отобрать землю. Это закон об апартаментах, это закон о земле. Потому что апартаменты в воздухе не висят. И когда вам приходят и говорят, что земля в Абхазии не продается, она не продается на бумаге, но она будет продана. Потому что то здание, которое они построили, в которое вложили миллиарды, вы это здание уже не сдвинете. И землю под ней вам обратно никогда не вернут. Если мы примем этот закон, наше будущее будет очень простым. Чтобы вы понимали, вся прибрежная зона будет уже не наша. Потому что цены на недвижимость вырастут. У нас огромный объем проблем. В каждой семье проблемы. Если у нас есть какие-то небольшие участки, люди будут их продавать, пытаясь решить свои проблемы, надеясь, что они встанут благодаря этому на ноги. В конечном итоге все, что у нас есть вдоль берега, мы потеряем. Вернемся, уедем в предгорье, если нам позволят еще, если они до туда тоже не дойдут. Уже дошли. Ну да, уже дошли, уже доходят. Вот это самое главное. Когда вам говорят, что вы заработаете, что у вас будут... Слушайте, нам 30 лет говорят, что мы заработаем. 30 лет нам рассказывают о том, вот мы вот это примем, и все, завтра вот посыпется сверху деньги. Ни разу с нами такое не случилось. Вот, я не знаю, майнинг они хотели, помните, они майнингом хотели заняться. Вот здесь жили, кредиты железной дороги вспомнили, проекты разные, нефть хотели не добывать. У нас, к сожалению... Вот так сложилась такая система власти в стране. Ну, так получилось уже. С этим мы должны уже это принять, с этим согласиться, что эта система власти не способна решать наши проблемы. Не то, что там, не важно какой президент, не важно какая у него фамилия, у нас просто система власти такая. У нас ответственности ни у кого нету там, кто сидит наверху. И сегодня, когда они выходят, говорят, давайте мы эти апартаменты построим, и вы потом завтра у вас будет все чудесно, ничего не будет. Завтра у наших детей возможности купить землю не будет. Но это не самое главное. Бог с ним. Сегодня вот, появляется новое поколение. Новое поколение совершенно молодых. И сегодня, знаю, 12, 13, 15 лет. В этом поколении есть пассионарная часть. Вот когда она вырастет, и мы потеряем вот эти земли, она вырастет, они зададут друг другу вопрос. А почему наш народ не имеет возможности на своей родине жить как нормальный, цивилизованный, как вот, иметь доступ к благам? Мы сегодня закладываем этим законом условия, чтобы завтра наши сыновья, наши дочеря взяли в руки оружие и начали новую войну. Вы понимаете, что мы делаем? Мы делаем то же самое, мы создаем сегодня собственными руками такую же ситуацию, которая у нас была в 92 году. И если люди, которые сидят наверху, не понимают, что через 10, через 20 лет эта ситуация может возникнуть, значит, извините меня, я скажу, этим людям наплевать на это поколение. И на нас, и на наших детей. Другого варианта быть не может. Просто вы сами сравните ситуацию, которая сегодня у нас происходит, и такую ситуацию, которая происходила в советский период. В экономике есть такое понятие, называется, говорят, этническая экспансия. Этническая экспансия – задача любого народа, неважно какого. Это может быть задача абхазского народа, это может быть задача грузинского народа, задача российского народа, задача любого народа максимально расширить сферу своей жизнедеятельности. Это нормальное явление. Это каждый народ желает этого. Но каждый человек тоже этого желает. В принципе, мы и сами это прекрасно понимаем. Но если у тебя... Ты это должен понимать, ты этому должен сопротивляться.
Естественно, кто-то захочет прийти, нашу землю забрать, там, на ней что-то построить, оставить, и от нее доходы получать себе. Мы же не должны быть настолько дураками, чтобы позволить им это делать. Поймите. Вопрос даже не в деньгах, бог с ним, с этими деньгами. То, что они построят вот эти курорты, там, туристические, им мы не нужны, владельцам этих объектов. Им нужна наша земля. Они доходы получат, продадут эти объекты, апартаменты и уедут. Экономическую сторону вопроса, о которой постоянно Министерство экономики говорит, что я ее даже не буду обсуждать, там вообще обсуждать нечего. Там просто какие-то сказочные иллюзии нам рисуют, что ничего мы там не получим. Ну, бог с ним, с этой экономикой. Самый главный вопрос, самый важный вопрос, это то, что мы создаем проблему нашим поколениям, будущим.